Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для рыб. Будем делать прогноз на колоде Таро и на колоде Цыганской. Сначала основные события для рыб. Тут главная карта двойка жезлов. Отношения, работа, финансы, совет. Давайте чуть-чуть подвинем. Так, подсказка из цыганской колоды. Уточнение. 3 карты на отношения. Три карты на работу, 2 карты на деньги. Итак, основная карта для рыб на эту неделю двойка жезлов. Карта предполагает ответственность. Нужно, скорее всего, во-первых, начинать действовать уже. Может быть, у вас есть какие-то планы, вы уже давно чего-то хотели, либо недавно цели поставили. Это неделя для того, чтобы начинать. Кроме того, карта говорит о том, что вам бы неплохо было бы разделить вот эту ответственность с людьми, с которыми вы вместе. Это может касаться отношений, это может касаться деятельности, это больше к деятельности относится. Может даже вот воспользоваться деньгами своего партнера, да, вот для того, чтобы продвинуть какую-то свою идею, либо самому поделиться, да, с кем-то деньгами. В общем, здесь вот именно такое сотрудничество, оно очень приветствуется. Двойка жезлов говорит о том, что вы можете решать вопросы, связанные с переездами, поездками, какими-то вопросами, связанными с новыми планами, с новыми, как сказать, в общем, как-то вы можете очень сильно меняться на этой неделе. Вот если у вас есть желание поменять внешность, поменять, там, допустим, начать какой-то курс по сбрасыванию веса, да, либо еще что-то вот сделать такое, что поменяет ваш облик, то это замечательное время, это будет очень удачно. Это вот нужно прям начинать, эта неделя будет как раз давать вам сил для того, чтобы это все у вас получалось. Кроме того, это, знаете, карта перемены статуса. Вы можете на этой неделе вот либо действительно поменять статус. Может быть, кто-то получает повышение по службе, кто-то становится родителями, кто-то бабушками, дедушками, у кого-то есть возможность, а у кого-то меняется статус, допустим, были одиноки, стали уже в паре, у кого-то есть уже предложение о браке, кто-то вступает в брак, то есть абсолютно любая перемена статуса вот может быть. И уровень энергии на этой неделе повышается, вот нужно этим воспользоваться. Кроме того, карта ставит вопрос, что нужно поменять в себе, вот чтобы я был собой доволен. Вопросы самооценки. В общем, карта, когда мы действительно шагаем за пределы самого себя для того, чтобы быть собой довольными. Отношения для рыб на этой неделе 9 чаш. Замечательная карта, которая говорит о том, что исполняются все ваши желания в отношениях. Но здесь, скорее всего, какое-то время нужно наслаждаться вот тем, что происходит. Но все-таки нужно готовить себя к тому, что в отношениях все-таки нужен рост. Да? Нельзя, чтобы все застаивалось, нельзя, чтобы все оставалось на одном месте. Все равно нужна ответственность. То есть любовь любовью, но и должна быть какая-то ответственность. Да? Что-то такое вот должно быть уже на более таком материальном уровне решаться. Но эта неделя, вот она именно чувством, желанием посвящена, и вы тут довольны, счастливы. Может быть, кстати, будут какие-то праздники, может быть, будут гости, родственники, да, вот здесь вот все это очень удачно. Для тех, кто мечтает встретить партнера,
подходящего, замечательная возможность. Человек действительно новый, человек, которого вы не знали раньше, может встретиться. Кстати, знакомство по интернету может быть, или может быть поездка какая-то у вас, и вы познакомитесь. Ну, в общем, самые неожиданные обстоятельства. Просто даже нельзя предугадать, вы, скорее всего, будете очень удивлены. Что бы ни было, допустим, если вы даже ожидаете, все равно удивление будет. Но здесь смотрите, что важно. Человек может вам очень нравиться, но он может оказаться все-таки не желающим брать на себя ответственность в дальнейшем. То есть будьте внимательны. Вот на начальном этапе вы должны посмотреть, что за человек перед вами, чтобы потом не было проблем. Кстати, здесь вот тоже может быть зачатие ребенка, да, то есть если быстрые какие-то отношения, может вот так случиться. То есть еще раз осторожны будьте. Для тех, кто в паре, выпадает дополнительная карта валет трефовый. Карта говорит о том, что, скорее всего, может быть какие-то излишества либо в еде, либо в питье, да, и это вот как-то, ну, может быть, поссорить вас с вашим партнером, да. Либо ваш партнер, допустим, может употреблять лишнего в спиртных напитках, либо еще что-то, там слишком много веселья, слишком много праздников, слишком много трат на праздники, да, и вы можете как-то возмутиться и сказать, ну, хватит уже, да, то есть, ну, что-то такое вот в этом роде может быть. Но здесь еще карта говорит о том, что, может быть, у вас будет просто, не знаю, там, генеральная уборка дома, допустим, да, вы, может быть, вместе как-то будете в этом участвовать. То есть это можно еще, эту энергию можно пустить в это русло, и тогда это все безопасно будет. Для тех, кто в ссоре, восьмерка червовая, карта говорит о том, что слишком много эмоций, слишком много чувств, ревности может быть, да, то есть нельзя сейчас быть объективным. Кроме того, здесь может быть, либо вы что-то скрываете от своего партнера, не договариваете, либо он от вас, да, и пока еще не время. То есть, ну, немножко нужно подождать, разобраться в себе. Что-то у вас тут какой-то перебор происходит в эмоциях, в требованиях к своему партнеру, да, может быть, знаете, ну, судя вот по этой карте, ну просто истерика, да, то есть нужно успокоиться. Для работы старший аркан маг. Ну, конечно, замечательная карта для работы. То есть все в ваших руках. Вы можете действительно начать реализовать какие-то важные проекты, которые вот увенчаются успехом. Замечательная карта просто для всего, да, что бы вы ни затеяли. А для тех, кто работает, вернее, для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что найдете такую работу, которая хорошие деньги обещает. Может быть, придется даже куда-то уехать для того, чтобы работать, да, но зато хорошие деньги, хорошие возможности открываются и так далее. Может быть, кстати, при поддержке каких-то людей найдете работу, но тут самое главное ваша инициатива. Будете инициативу проявлять, будете писать резюме, будете ходить, да, обращаться за помощью, будет у вас работа. Нет, значит нет, тогда только от вас зависит. Для тех, кто работает, семерка трефовая говорит о том, что могут быть какие-то сложные ситуации, либо очень много работы, да, и вы как-то не можете выкроить время для того, чтобы заняться чем-то важным, да, может быть, вас это даже как-то раздражает, либо, может быть, есть какие-то люди, которые вам мешают работать, и тоже у вас может быть такое раздражение, либо у вас здесь вот какие-то денежные могут быть потери, ну, допустим, что-то здесь упустили, да, и у вас там списали с зарплаты какую-то часть, допустим, какой-то процент, ну, неприятно, да, вот, но, смотрите, здесь просто от вас, опять же, зависит, нужно следить вовремя за всем, да, за документами, за цифрами, за тем, что вы говорите, за тем, что вы думаете. Ну, в общем, здесь вот полный контроль должен быть, чтобы вот этих потерь не было. Потому что если расслабитесь, вот обязательно что-то такое произойдет. Для тех, у кого свое дело, дама трефовая. Карта говорит о том, что в вашем окружении есть люди, которые, ну, можно сказать, вас недолюбливают и хотят как-то вам навредить. И вы, скорее всего, их допустили в свой круг. Они, скорее всего, близко к вам расположены. И вы сами разрешаете им так себя вести. И знаете, вот эта карта говорит о том, что
нужно быть, ну, как бы решительным, и нужно быть, ну, как сказать, нужно, в общем, тщательно выбирать то окружение, с которым вы общаетесь. Может быть, вам вообще лучше пока поработать одному, да, что, может быть, там партнеры, которые сейчас у вас есть, может быть, они даже что-то там приворовывают, да, или как-то вас обманывают, вредят как-то. То есть, ну, потери из-за них могут быть. Может быть, вам нужно побыть одному. Это одна сторона, да, то есть это как один вариант, другой вариант, то есть этот, если не подходит, да, то тогда, смотрите, может быть, у вас есть какие-то сложности в ведении дел, и вот какими-то обычными путями невозможно их решить. Карта говорит о том, что нужно искать обходные пути, они есть, и вы с помощью своей настойчивости можете этот вопрос решить. Ну и, конечно же, обязательно все очень мудро ко всему подходить и взвешивать абсолютно все свои ну, как бы поступки, да, все проекты, абсолютно все, следить за словами. Ну и карта обучения. Смотрите, жизнь вас учит, это раз. Вот раз у вас в окружении такие люди, вы их допустили, значит, вы все-таки как-то не очень хорошо в людях разбираетесь, да, может быть, нужно вот этому вопросу посвятить время, да, либо, может быть, у вас есть возможности самому вести дело, а вы, допустим, ведете с партнерами, да, тоже может быть, вот не хотите брать на себя ответственность, из-за этого жизнь вам потери такие устраивает, да, то есть, ну, какие-то жизненные уроки, вот разобраться нужно с этим для того, чтобы наладить процесс. Финансы. В финансах у рыб шут. Карта говорит о том, что могут быть какие-то неожиданности, да, которые вот в финансах, вплоть до того, что могут исчезать куда-то деньги, да, либо, допустим, один источник денег раз и закрывается. Но смотрите, здесь хорошо то, что есть много возможностей для того, чтобы все возобновлять, и менять и так далее. Но все-таки вот эта карта говорит о том, что вы как-то безответственно относитесь к финансам, потому что иначе бы, может быть, этого не было здесь. Хотя здесь вот вмешательство судьбы может быть, да. Ну, судьба, она тоже просто так нас не учит. То есть есть все равно какая-то причина. Но вот если говорить про тех, кто за зарплату работает, да, вот пятерка дрейфовая говорит, что вы, скорее всего, трудно вам работать в коллективе. Вы, может быть, привыкли в одиночестве работать, а тут приходится, допустим, учитывать там, мнение тех людей, которые рядом с вами работают, либо мнение клиентов, да, может быть, вот нужно учиться с ними работать, и вы готовы вообще там вот все бросить, как-то неправильно себя повести, и это может отразиться на ваших финансах, да, то есть вот здесь вот карта говорит о том, что нет достаточного умения коммуницировать, не хватает каких-то знаний, может быть, по управлению, может быть, слишком как-то в своих рамках зациклились, да, вот, может, нужно учиться чему-то. То есть, ну, деньги, в общем, здесь у вас есть возможность дополнительно получить, как бы новый источник открыть, либо совершенно как-то поменять вот этот способ получения денег, да, но все зависит от вас. Для этого нужно выйти из зоны комфорта, да, нужно начать что-то новое. Для тех, у кого свое дело, шестерка червовая говорит о том, что может неожиданно, вот эти карты, они по сути, ну, очень похожи. Здесь вот может неожиданно открыться какая-то новая возможность для получения денег. Может быть, то, что вы долгое время хотели, то, что вы давно желали, вы можете вдруг вот понять, как вам это сделать. Но здесь еще пока денег нет, да, но есть только возможность. От нас зависит, вот как мы будем поступать, как мы развернем ситуацию, так и будет. Теперь так, что-то у нас получилось здесь 3, 3, 2. Так, откуда-то третья у нас карта получилась. Ну ладно, значит, это у нас для тех, у кого свое дело, как дополнительная карта, да. Она, значит, нам говорит о том тогда, что пока что, может быть, на этой неделе мы даже еще не понимаем, что именно нам делать. То есть перемена произойдет, сложность какая-то будет, да,
И, может быть, это для нас и открывает возможности, и, может быть, это для нас и благо, но мы пока еще не видим, как этим воспользоваться, или не имеем возможности. Может быть, видим, но нет пока еще возможности. Совет для рыб на эту неделю — 5 жезлов. Карта говорит о том, что нужно посвятить время себе, собственному развитию, личностному развитию. Карта говорит о том, что нужно учиться, нужно меняться в плане деятельности, да, то есть вот здесь карта такой динамики. И начальная у нас карта тоже связана с жезлами, да, то есть движение, еще раз движение. Карта также говорит о том, что, может быть, мы слишком хотим многого, мало вложив. То есть нужно трудиться, нужно вот для того, чтобы цели достичь, для того, чтобы было больше денег, для того, чтобы реализовались какие-то проекты, чтобы в отношениях все было хорошо и правильно, нужно много-много вкладываться, много-много работать. То есть, а вот этого желания много работать у нас нет. Желание получить есть, а много работать нет, да? Вот из-за этого могут быть проблемы. То есть совет какой? Нужно сразу настраиваться на то, что для того, чтобы результат был, нужно много-много вкладываться. Не нужно ждать быстрых результатов. Нужно рассчитывать сразу на то, что мы закончим цикл, что мы полностью выложимся. Вот. И эта карта также говорит еще о том, что как бы мы должны себя показать. Мы должны проявить все свои таланты и способности. И если мы не вкладываемся, если мы просто, допустим, красуемся, да, перед другими людьми, то мы не развиваемся, раз, мы деградируем даже, два, и в-третьих, мы как бы становимся, как эгоистами, что ли, да, то есть вот когда мы просто хотим казаться, а не быть, а быть это требует работы, да, вот тогда мы можем деградировать. То есть вот эта карта нас предупреждает. Работа, еще раз работа. То есть не нужно позволять себе каких-то легких путей. Тогда все будет хорошо. Друзья, желаю прекрасной недели. Всего вам доброго. До новых встреч.